Глава Коми Владимир Уйба встретился с жителями столичного поселка Краснозатонский. Активисты, общественники и просто неравнодушные граждане обсудили с руководителем региона актуальные проблемы и высказали свои предложения по развитию родного поселка. Подробности знает Ксения Лосева. Развитие инфраструктуры, доступность соцуслуг, благоустройство территорий и мусорный вопрос. Жители поселка Краснозатонский волнуют разные темы. Все они так или иначе влияют на качество жизни сельчан, а стало быть, требуют особого внимания со стороны властей. По многим из озвученных проблем работа уже идет. Так, например, решается вопрос газификации отдельных территорий поселка. Там, где сама труба уже есть, многодетным и малоимущим семьям обещают помочь довести газ прямиком до дома. Это зачастую требует серьезных вложений, а найти деньги жителям бывает не под силу. Там, где дальше будет потребление, то есть разбор газа будет, мы готовы идти в какие-то схемы с межрайгазом, словно говоря, входить с ними в долевое участие. И там, где человек не может, условно говоря, по разным причинам, там есть же категории малоимущие, многодетные, то я сказал, что мы по таким будем брать это на себя. Но здесь, там, где есть уже сбор, там, где есть люди, готовые подключаться, то есть нам технически просто нужно это с межрайгазом решить. Не менее важный вопрос – обеспечение жителей качественной питьевой водой. Проблему озвучивает председатель Совета ветеранов поселка Николай Алексеевский. Система водоснабжения населенного пункта давно требует ремонта. Холодная вода мутная и содержит подозрительные примеси, а потому необходимо и менять саму систему и строить новый водовод. Сети старые, трубы ржавые, качество воды неудовлетворительное. Из кранов вообще идет просто коричневая жижа. Поселок развивается жилищное строительство, значит, расход воды будет увеличиваться и проблема эта будет усугубляться. Чтобы решить проблему, в 2019-м в Краснозатонском и Верхнем Аксаковке провели геологическую разведку подземных запасов воды. Обустроили 3 новых скважины. Сейчас идет работа по утверждению разведанных запасов и санитарно-защитных зон. Все процедуры должны завершить этим летом. Затем будет организована разработка проектно-сметной документации на строительство новых водоводов от этих скважин. Кроме того, поселок планирует включить и в федеральный проект «Чистая вода». Другая национальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поможет решить еще одну актуальную проблему Краснозатонского. Большая часть поселковых дорог сейчас в неудовлетворительном состоянии. Работа президентом порученная Минтрансом выполняется. Понятно, что это будет не завтра, но это будет, тем не менее, в определенный период. И президент за это будет Минтранс отчитываться. Все, что касается дорог муниципальных и дворовых, и территорий, дворовых, эта история все равно наша. В этом году запланированы работы по ремонту проезжей части улицы Корабельная. Будет произведен демонтаж изношенных и укладка новых верхних слоев дорожного покрытия. Восстановление бордюров, а также обустройство тротуаров. Разработают проектно-сметную документацию на строительство части тротуара вдоль проезжей части улицы Ломоносова. В целом, по мнению самих жителей, встреча с главой Коми получилась продуктивной. Владимир Уйба дал ряд поручений профильным ведомствам. Все озвученные вопросы взяты в работу и постепенно, исходя из приоритетности и финансовых возможностей, будут решаться. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.